Всем привет! С вами программа «Другой ракурс» и я ее ведущая София Букаева. В своей программе я буду вам рассказывать все понемногу и обо всем. И будет много чего интересного и познавательного. А прямо сейчас мы ворвемся в волшебный мир танца. Конечно, с танцем у меня плохи дела, но мы поедем в планториум, где для нас пройдут мастер-класс по танцам. Поехали! Дидигдойл, я пришла, чтобы научиться танцевать. Ой, никаких проблем нету, мы тебя научим. Вот девочки у нас тоже уже ходят почти год. Некоторые есть, которые только начали. А с чего мне нужно начать? Ну, мы сначала начнем с самого легкого, самые легкие упражнения. Ну, самое главное в танцах это, конечно же, осанка. Поэтому мы тебя поставим, выпрямляешь спину, головку наверх. Вот. Потом мы начинаем с кисти рук. Кисти рук у нас, пальцы обязательно должны быть. Вот. Пошли, я тебе покажу. Вот средний пальчик отпускаем. При этом вытягиваешь пальцы. Вот. Вот этот пальчик идет чуть вниз. Вытягивай, не бойся. Вот так. Теперь обе кисти возьми вот так. Вот они. Все, отпускаешь. Вот. Теперь мы начнем с темпа. Музыка. Конечно, обязательно под музыку должен быть ход, движение. Хорошо? София, давай ты вместе станешь с девочками, и мы попробуем сделать некоторые движения, самые легкие. А как вы думаете, Зара, у меня получится? Конечно, получится, София. В этом ничего такого сложного нету, как кажется на первый взгляд. Мы начнем с самых простых движений. Я тебе это буду показывать, ты будешь за мной повторять. Я так волнуюсь. Не волнуйся, мы тебя научим, не переживай. Пошли, попробуем вместе с девочками. Сама преподавательница Зара Джабраилова, дочь народного артиста Чеченской Республики Султана Омарбековича Джабраилова, ветеран знаменитого ансамбля в войнах. В ней живет не только талант, но и богатое наследие, которое она передает своим ученикам. София, давай мы начнем с самого легкого, это марш по кругу. Просто нужно идти с правой ноги и слушать темп. А если я собьюсь? Ничего страшного, я тебе подскажу. Хорошо. Все, давайте начнем, девочки. Повернулись, поворачиваешься за девочками. Руки на пояс, поставь руки на пояс. Обхватила талию, держишь голову, спинку. И начинаешь, смотри, все у нас должно начинаться с правой ноги. Марш по кругу, смотри, правая. Раз, два, три, четыре. То есть так же ты ходишь, как обычно, просто нужно идти под музыку. Нужно слушать чуть музыку и темп, барабан слушать. Хорошо? Хорошо. Попробуем? Давайте, девочки, тогда. Абдулла, 4 удара, марш. Давай, вместе со мной. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Иди, живей. Вот так. Раз, два. Молодец. Вот так. Раз, держи голову и смотри. Вот так, молодец. Зара, когда вы впервые познакомились с чеченским танцем? Я начинала свой путь с ансамбля «Даймок». Я начинала тоже с младшего возраста. У меня, как говорится, я пошла по стопам папы. Он у меня работал в ансамбле в войнах, танцевал тоже. Сейчас он народный артист и ветеран ансамбля в войнах. Есть ли у вас любимое движение или танец? Ну, я бы не сказала, что у меня есть какое-то определенное движение или танец. Мне в основном очень нравятся вообще наши чеченские танцы. Ну, например, в войнах мне нравится какой-то девичий лирический танец, там, в каком-то другом ансамбле, какое-то другое движение. Но там как-то индивидуально все. Не сказать, что именно вот какое-то определенное движение мне как-то нравится. Какую роль играет музыка в чеченском танце? Музыка в чеченском танце основополагающая в танце, потому что она именно задает темп танцу. Есть ли момент вашей карьеры, который запомнился особенно? Да, когда я танцевала в ансамбле в войнах, мы поехали в Палестину. И мне кажется, это самая, наверное, запоминающаяся моя поездка. И, конечно же, намаз в мечети Алякса. Это у меня была самая запоминающаяся
Ну, как отпечаток в сердце остался у меня после этой поездки. А ваши родители хотели, чтобы вы занимались в ансамбле? Да, конечно, я пошла по стопам отца. Начинала я в ансамбле «Даймохк», первый путь свой, самый первый ансамбль. И после этого, став уже более юной, я перешла в ансамбль «Война». И у меня и сестра танцевала в ансамбле «Война», до сих пор работает там. Что бы вы пожелали людям, которые хотят изучать чеченский танец? Я бы пожелала нашей молодежи, чтобы именно знали правила, именно этикет нашего танца, особенно на лоузере. Потому что там есть определенные правила, что делать можно и что делать нельзя, когда танцуют особенно пара. Вот такие правила хотелось бы, чтобы наша молодежь изучала в этом. Зара, а куда мне встать? Так, София, пошли. Я тебя поставлю сюда в серединку, и мы вместе начнем делать середину. У нас начинаются здесь классические позиции рук. Помним, да, девочки? Сейчас мы тебя тоже этому научим. Смотри, вначале у нас руки, пальцы помним, да? Возьми пальцы. Вот пальчики. Все взяли, девочки, пальчики, помним, да? Теперь полукругом. Взяли ручки полукругом. Молодец. Уже видишь, хорошо ты стоишь уже. Вот так. Только держи головку, не отпускай. Теперь у нас начинаются, руки идут вперед. Помним, да? Пошли. 1, 2, 3, 4. Вот мы держим, как будто вот круглый арбуз. Да? Держим. Держим, держим круглый арбуз. В сторону ручки. 1, 2, 3, 4. Раскрыли. Раскрывай еще выше. Вот так. Теперь ручки идут наверх. И пошли вместе со мной, София, молодец. 1, 2, 3, 4. Друг к другу. Выше подними. Подними еще выше, София. Вот, молодец. В сторону. Открываем сторону. Закрываем кисть. И отпускаем снова в подготовительную позицию. Понятно? Все. Молодцы, София, у тебя очень хорошо получилось, кстати. Девочки, давайте теперь вместе с Софией попробуем под музыку. Хорошо? Пошли в руки в подготовительную позицию. Стоим красиво. Голову подняли. 4 удара. И перед собой. В сторону. Раскрыли руки. И наверх. Друг к другу. 1. И снова вперед. Держим. Молодец. В сторону. Вот так. И наверх. Друг к другу. И 1. Зара создает атмосферу, в которой каждый ребенок получает шанс проявить себя и, возможно, выйти на большую сцену. Однако этот путь не так прост, как может показаться на первый взгляд. Успех зависит от усердия и таланта самих учеников. Каждый из них имеет возможность раскрыть свои способности и стать частью великого искусства танца. София, ты увидела, как девочки танцуют. Давай ты тоже попробуешь. Станцуем? Давай. Давай. Держи спинку, выше ручки. Вот так. Молодец. Девочки, стоим красиво. Покрутись теперь. Покрутись. Вот руку держи. Вот рука. Голову поворачиваешь. Эй, покрутись. Во, молодец. София, для начала очень даже неплохо. Молодец. Ты хорошо справилась. Как думаете, у меня получается? Конечно. Девочки, как вы думаете, получилось у Софии сегодня? Сегодня мне так посчастливилось провести время с этими юными дарованиями. И, откровенно говоря, это огромный труд. Как научиться танцевать, так и передавать знания. Каждый шаг, каждое движение требует терпения и настойчивости. Но в этом трудном процессе есть что-то волшебное, радость от достижения, свет в глазах детей и гордость за их успехи. Вдохновляющая работа Зары Джабраиловой не только развивает таланты, но и формирует будущее нашего искусства. Спасибо вам, то, что дали мне урок. У вас очень красиво и атмосферно. Спасибо и тебе, София. Я очень рада, что тебе понравилось. А также я хочу пожелать тебе и твоей передаче
огромного успеха, и чтобы она была самой популярной у нас в Чечне. Дала это был. Сегодня я научилась чувствовать ритм и делать первые шаги, а значит, я сделала первый шаг к танцу. Что я могу вам сказать? Танцуйте дома, на улице и даже перед зеркалом. А на сегодня у меня все. До встречи в следующем выпуске «Другой ракурс». Пока!